Вот и завершился образовательный интенсив Президентского фонда культурных инициатив. Несколько дней плодотворной работы, лекции от ведущих экспертов и консультаций с наставником, и вот он итог – защита проектов. Сотни идей, которые уже в ближайшем будущем могут изменить культурное пространство нашей республики. За 3 дня они дали массу информации, большой объем той информации, которая нужна тем грантопроектировщикам. У меня есть опыт создания кукольного театра, и мне необходима была информация, как это все правильно оформить, как правильно подать заявку. Культурные проекты, как и люди, рождаются, но чтобы они выросли и окрепли, нужна поддержка. Именно такую школу жизни для новых идей устроил Президентский фонд культурных инициатив. Его образовательный интенсив стал финальным аккордом перед подачей заявок на грантовый конкурс. Есть отличные проектные идеи, которые просто нужно теперь помочь, докрутить и оформить их по стандартам Президентского фонда культурных инициатив, чтобы повысить шансы на победу. Как мы и говорим всегда, что самое важное – это смыслы, которые несут наши проекты, не только конкретная техника, которую можно купить, или какие-то материалы, расходники, но то, зачем сюда. Например, мы говорим про туризм, зачем будут приезжать туристы или почему местные жители будут ходить. То есть самое главное, за какими смыслами. И мы сюда приехали, и это страна радушия, которая нас с удовольствием приняла, и нам кажется, что вот именно эти вещи, сутевые, очень важно сейчас оформить в проекты. Мы видим людей, которые готовы уже заключать партнерские какие-то связи между друг другом, вместе реализовывать проекты. Мы уверены, что это приведет к очень долгосрочным, хорошим культурным проектам. Участники интенсива – представители самых разных профессий. Здесь они превращали свое видение в четкие и структурированные программы. Наставники помогали упаковать идею, прописать бюджет, выстроить логику проекта и, самое главное, понять его реальное влияние на аудиторию. Это была не просто теория, а настоящая мастерская. Буквально за несколько дней участники прошли путь от сырой идеи до полноценного проекта, который не страшно показывать экспертам. Наставники помогли увидеть слабые места и усилить сильные стороны. В рамках данного проекта на основе проблемы, что у молодежи нету национального контента, который мог бы позволять формировать какие-то личностные качества нравственного характера, я решила снять проект, точнее подать заявку на то, чтобы снять проект о своем дедушке Игоре Кочиеве, который на собственном примере показал, как личные нравственные качества, моральная ответственность и дисциплина смогли привести к результату высоких спортивных достижений, военных достижений, и также мы все знаем о его подвигах, какой-то народной любовью и стать великим человеком. Данный учебный курс открыл большие возможности и показал нам, как вообще можно все это делать, как писать проекты, как составлять их, каких ошибок можно избежать. Очень профессиональные тренера приехали. 3 дня мы с ними общаемся, работаем. И достаточно большой такой поток информации, очень полезный и очень нужный. В принципе, даже если человек не пишет проект, то эта образовательная система, она имеет большое значение для любого человека, который вообще работает над собой и пытается развиваться. И вот кульминация. Каждому выступающему дается несколько минут, чтобы доказать, его проект достоин реализации. Темы самые разные, от расширения туристических комплексов до развития арт-пространств. Очень много социально ориентированных идей, которые действительно нужны людям. Выбрать лучших будет крайне сложно, говорят организаторы. Но даже те, кто не получит грант, уже не останутся с пустыми руками. Главный итог этого интенсива – бесценный опыт. Дарья Хурева, Азамат Кудзеев. Информационный выпуск сегодня.